Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня Кыргызстан в 5-й раз отметил День парламентаризма. Дата была установлена в июне 2015 года на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кеңеша. За день до дебатов парламент выпустил постановление, которым предписывалось отмечать День парламентаризма 25 марта, так как 25 марта 2025 года состоялось первое заседание парламента Кара-Кыргызской АССР. Во время дебатов 5 лет назад, 19 июня, многие ученые поддержали уже принятое постановление Жогорку Кеңеша, однако профессор Зайниддин Курманов выступил против и привел исторические данные, что за 3 года до исторического первого заседания парламента Кыргызской автономной республики 4 июня 1922 года был проведен несанкционированный властями учредительный съезд Советов, тогда еще не существовавшей республики. Отцы-основатели Абдукерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков и Ишеналы Арабаев провели большую подготовительную работу, и на этот съезд съехалось 425 делегатов из всех регионов нынешней территории Кыргызстана, представлявшие 11 народов. Они приняли решение о создании Кыргызской горной области, однако личным вмешательством Сталина из Москвы признание новой области было приостановлено. В Москве получили письмо от группы Худайкулова-Бабаханова, которые выступали против самоопределения и обвиняли организаторов съезда в национализме. Абдукерим Сыдыков был переведен на работу в Ташкент, Иманалы Айдарбеков отправлен в Токмак возглавлять волостной исполком, но сама идея не умерла, и усилиями Юсупа Абдрахманова, который работал тогда в Москве, в октябре 1924 года область все же была создана. Этот независимый съезд 1922 года показал волю народа и то, что есть настоящие политики, способные бороться за независимость, а не просто ждать инструкций из Москвы. Примерно такие же настроения были в республике и во времена Горбачевской перестройки, и сразу после нее, когда работал легендарный парламент, избранный в 1990 году, а также первые созывы Жогорку Кеңеша уже периода независимости. Ардахам Адумаров, бытность он мне говорил, вот, когда я был депутатом, нет, не он, когда я был депутатом первого созыва, я, говорит, готовился к своим речам каждый день, потому что рядом сидел Масариев, Усубалиев, Муралиев, другие мэтры. Я, говорит, не мог не подготовиться. А сейчас не готовятся, говорить умеют, не умеют, мычат что-то там, что-то говорят. Ни дискуссий, ни дебатов. Постепенно с укреплением вертикали власти путем проведения референдумов и изменения Конституции в угоду верховной власти дух парламентаризма стал угасать, и места в парламенте занимают уже не истинные избранники народа, а денежные мешки. При этом меняется и сам электорат, который уже почти не сопротивляется лжи и популизму, продавая свои голоса и не чувствуя за это никакой ответственности. Для этого нужно, чтобы гражданин наш кыргызский был ответственным. Он чувствовал ответственность перед своими потомками, перед своей семьей, перед своими детьми, внуками, перед своей родиной, в конце концов. А если он не чувствует ответственность, во всем виноваты Акаевы, Бакиевы, а он ни при чем, а кто их к власти-то приводит регулярно? В сегодняшних условиях вряд ли те легендарные личности, которые возродили 100 лет назад кыргызскую государственность, или даже те, кто заседал 30 лет назад в легендарном парламенте, смогли бы пробиться в состав нынешнего Жогорку Кеңеша. Их партии бы, если бы они были, и 7% порога не преодолели бы. Постепенно деградирует не только парламентаризм, но и все остальное, в том числе и даже гражданское общество. И укрепление государственности происходит не путем усиления всех слоев общества и всех его институтов, а только репрессивной его части, когда остальным приходится снова закрываться в своих узких группах по интересам и обсуждать там насущные проблемы, заведомо зная, что их мысли или речи не будут иметь никакого влияния ни на что, ни в этом узком кругу, ни в более широком обществе, ни тем более в государстве. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.